В фондах Темиртауского музея хранятся замечательные зарисовки художника Павла Гуляева. За несколькими листочками с графическими набросками скрывается жизнь и несбывшаяся мечта талантливого художника. Гуляев Павел Иванович родился в Перми в 1922 году. Желание развивать творческий талант привело его в Сталинград, где он окончил Сталинградское художественное училище. Павел был очарован Сталинградом и его жителями. Возможно, именно тогда к его таланту художника добавилось страстное желание написать книгу о Сталинграде. Но началась Великая Отечественная война. Враг подступал к городу. В 1942 году Павел Гуляев был призван на фронт. Воевал на юго-западном, украинском, прибалтийском фронтах. Мобилизовался в 1946 году на Дальнем Востоке. Вернуться в родные края не было возможности, и он устроился работать заведующим сберкассой на одном из островов Курильской гряды. Послевоенное время было непростое. В стране стала расти преступность. В целях стабилизации ситуации в 1946 году вышел указ Президиума Верховного Совета об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества. Как часто бывало в СССР, действие закона было чрезмерно перегнуто. Даже за мелкие правонарушения людям давали сроки 10-15 лет. Так и Павел Гуляев за небольшую ошибку в расчетах в 1948 году был приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Срок наказания Гуляев отбывал в Сахалин-Лаге, строил дороги, нефтепромыслы, показал себя передовиком стройки. Пока была возможность, свои лагерные будни Гуляев описывал в небольшой тетрадке, мелким почерком по 2 строчки в клеточку. Невыносимые условия жизни, несправедливая тяжесть наказания подтолкнули Павла в 1954 году написать прошение о помиловании на имя председателя Президиума Верховного Совета Клементия Ворошилова. То ли прошение дошло до адресата, то ли уже завертелась машина развенчания культа личности Сталина, но дело Гуляева было пересмотрено, судимость снята. После освобождения в середине 50-х годов Павел Гуляев приезжает в Караганду. Здесь он устраивается художником-исполнителем в производственно-творческое объединение художников Казахстана. Одновременно Гуляев пишет черновики и делает зарисовки к еще в юности задуманной книге. Художественные работы Гуляева Павла были высоко оценены. Он был участником первой республиканской выставки художников-графиков Казахстана. Несколько работ Гуляева хранятся в фондах Государственного музея искусств Казахстана имени Костеева. Павел Иванович был участником оформления Дворца культуры Горняков и здания вокзала в Караганде. Зарисовки Павла Гуляева, сделанные на листах разлинованного журнала, являются иллюстрациями к его недописанной книге о Сталинграде, так и не сбывшейся мечтой талантливого художника.